Поприветствуем, пожалуйста. И сейчас буквально я дам ему пару слов, потом посмотрим фильм, потом уже он весь ваш. Я, конечно, очень счастлив, говорит, что имею возможность еще раз посетить Россию. Правильно сказали, что я очень люблю Россию. Я уже 5 раз здесь был и даже пережил аварию большую, после которой, да, в Сибири, после которой получил большое количество встреч и помощи. Я уже не по-русски. Получил поддержку и помощь, за которую я очень благодарен. И это вот тоже объединяет. Такие воспоминания. So, und ich möchte dann später noch mehr dazu sagen, wenn das in Ordnung ist. Позже Орстор сказал, может добавить несколько слов и ответить на вопросы.
thank my team. I have a team who outreaches, all the followers who I have of social media, and many more people in the world help me. Thank you very much. That's the story. Boris. Спасибо, Борис. Простите, самый экстремальный момент. Самый экстремальный момент, вот, почти 119 минут. Es gibt viele schwere Momente mit dem Hospitieren. Очень много было трудных моментов, и если их поделить, то получится три части. Опасность от людей, опасность от природы и опасность от зверей. Но вот опасность от людей. Die erste Gefahr, die war in Südmexiko. Первое – это Южная Америка, Южная Мексика, извините. И там было большое количество людей с камнями, и даже вооружены, которые были готовы вот к какому-то сражению. Но он, в принципе, был готов к этому. Он был каким образом вооружен? У него в руках было $20. Он зрительно выискал самого старшего из окружающих его враждебно настроенных людей и ему протянул эти $20. Ну вот, и увидев эти $20 у себя в руках, он торжественно закричал для вот, как бы своей небольшой армии, что у нас есть $20, поднимая руки вверх. Он воспользовался этой возможностью, тоже поднял руки вверх, как бы в приветствии. Тут же образовалась небольшая такая дыра, в которую он и проехал. Но вслед услышал 3 выстрела, но, скорее всего, это был воздух. Große Probleme hatte ich im Norden von Kenia zur Grenze. Natürlich. На границе Кении и Эфиопии случился тоже очень неприятный инцидент. Там он тоже был окружен. И я уточняла, они знали, что ты ждали тебя? Нет, они этого не знали, просто как бандиты себя вели и готовы были тоже его захватить. Это был второй такой вот неприятный инцидент. Und nicht ganz so gefährlich war das auch im Sudan. И в Судане и в Египте одинаковая проблема, не настолько уже опасная, может быть. Там уже полиция сопровождалась эскортом, какие-то промежутки, то я поняла, что это ИГИЛ все-таки. Yes. Это муслимская организация, которая не подчиняется ни одному режиму. И вот только могли сопровождать, таким образом защитить. Ansonsten hatte ich nicht große Probleme wie in anderen Ländern, das war überall sonst sehr, sehr friedlich. В остальном больших проблем не было, наоборот, только дружественное отношение испытывала. Пожалуйста, еще следующий вопрос. Да. Самая высокая температура – это раз. Второе, что случилось с глушителем – это 2. И третий вопрос – как он обжег ногу? Also die heißeste Temperatur, die hatte ich in der Wüste von Sudan und im Norden Ägypten mit über 54 Grad Celsius. Самая высокая температура это больше 45 градусов в Судане, да? Или Египет. В Эфиопии он действительно обжег ногу, а мотор. Вот, это было очень неприятно. Еще после этого как раз и жара, которую он только что упомянул. По жаре пришлось ехать. И поначалу он очень много импровизировал, то есть пытаясь всячески залечить сам эту ногу. Но в результате, конечно, дошло до антибиотиков. Все-таки пришлось таким образом спасаться. Он что, в шортах ехал? Nein, никогда Shorts. Никогда. Как обжег? Но John Kevlar. Упал, что ли? Упал? Nein, ich bin in hier habe ich dann diesen Motorblock verbrannt. После дождя случилось, он завалился,
на эту ногу, на левую, вот как раз и мотор. Ich wollte nicht schwimmen gehen. Ich wollte nicht schwimmen gehen, darum habe ich mein Bein genommen. Там ему либо пришлось бы в воду попасть, а он говорит, я не хотел плавать на мотоцикле. Пришлось завалиться. Больших проблем с мотоциклом никогда, говорит, то, что у него не было, но вот некоторые, то кабель пойдет, это вот как раз глушителем, и как раз про глушитель был вопрос, коррозия. Что-то, в Финляндии с чем? Вот как раз на Борисе. Вот в Финляндии была проблема, он сбил оленя, но тогда как раз вот Борис помогали, да, что-то? Вы все вместе, я не в курсе, извините. Вот российские друзья тогда помогали. Вот и третье, это вот глушитель, в принципе, все, что понятно. Ich möchte hier gleich mal erwähnen, dass И вот эту историю с оленем он помнит до сих пор и очень благодарен. И сейчас сказал слова благодарности вашему клубу, Борису, потому что это было ночью, пришлось ремонтировать, помогли. Вот. И Миша. И даже, может быть, и благодаря этому удалось совершить еще один мировой рекорд. Так что спасибо. jedes Land hat seine Fahrer. Конечно, в каждой стране свои правила вождения, но он очень легко их перенимает. Одно правило таково, что он выбирает впереди себя самого быстрого ездока, пристраивается к нему, в надежде, что тот все-таки знает правила, как можно ехать, и следует за ним. А для контроля останавливают только 2 раза, и как раз в России. Но у него тоже свои тактики, он, если видит заблаговременно, он перестраивается вот из крайнего ряда такой, чтобы его не остановили жезлом. И уже там дальше наблюдает в зеркало, останавливали ли его или нет. Es ist ganz wichtig, dass man weiß, es geht darum, ja nicht schnell. В основном он старается придерживаться примерно одной скорости, от 120 до 130, ну или 140-150 тоже возможно. То есть, потому что именно в этой скорости он продвигается по несколько часов, 6-7 часов подряд. Больших проблем на границе никогда не было, но слово коррупция, да, много раз прозвучало, вот больше, чем в Америке, он нигде не встречал. Там можно простоять 2 дня на таможне, и только когда к тебе подойдут, и там $20-25 попросят, тогда рапиду, то есть тогда быстрее можно проехать. Какой Америке? В Южной Америке. Correct is Honduras, Nicaragua, Costa Rica and Panama. Понятно, да, вот эти страны, это вот то, где коррупция процветает. Вот, а вообще-то где-то уже за 2 года до начала какого-нибудь большого проезда, все готовится тщательно, каждое правительство в курсе проезда, да, и обычно таких проблем нет, особенно что удивило в Африке. Он не встретил никаких препятствий, никаких вымогательств. Я тоже хочу вопрос задать, пользуясь случаем. Меня интересует, как можно подготовить себя психологически, физиологически к тому, что ты в течение крупного количества времени, 80 дней, едешь каждый день больше 1000 километров. Сколько времени уходило на это? Это какая-то твоя методика? Ты ее сам придумал? И как ты это делал? Es ist in erster Linie ganz wichtig eine Kopfsache, es ist der Kopf, das wir alle auch. Самое важное это голова, все это знают. Dann ist die Ernährung ganz wichtig. Man sollte nicht zu viel essen, aber auch nicht zu wenig und sehr viel trinken, Wasser. Второе это еда, нужно не слишком много есть, но и не слишком мало, и питьевой баланс. Dann sollte man die richtige Musik hören, nein, das ist Spaß. Для удовольствия, конечно, правильную музыку подбирать, чтобы все это время слушать. Ich denke, das ist eine große Vorbereitung. Ich habe ja schon 6 Monate vorher begonnen zu Hause. Самое главное, конечно, если серьезно говорить,
Подготовка начинается за 6 месяцев до старта, и он себя готовит спать по 4 часа, затем по 3 часа, затем по 2 часа. И вот в этом режиме живет несколько месяцев. Как первый, он должен еще пересечь зимой горы. Von Russland nach Alaska, Kamchatka, aus Magellan nach Europa in 2018 umsetzt. Вот к 2018 году уже идет подготовка с правительством России, с правительством Соединенных Штатов Америки, вот Аляска включала, вот 84 километра по бескрайней снежной равнине, бой с белыми медведями и так далее, щекотать нервы. Я так поняла, вот если это все будет урегулировано, то в 2017 году такой вот проезд совершится. Но если это состоится, нужно еще раз подчеркнуть, что это впервые будет человек продвигаться один по снегу, 84 километра, только медведи действительно встретятся на пути. Минус 60 градусов. Das zweite Projekt, das wir arbeiten, das ist ja... Ну и второй интересный уже лично для курса проект, это все-таки на мотоцикле достичь самой высокой точки мира, 3,5 километров, пройти гору. Но если бы это он делал, это было бы, наверное, никому не интересно, сказал он. Поэтому он заключил контракт уже с очень хорошей гонщицей, я так понимаю, то есть пилотом и той женщиной, которая в горах ориентируется, и вот он будет тренировать, он хочет, чтобы это была непременно женщина, вот этот рекорд установила, и ее сопровождать. Ну и третье, тоже очень важное, что он хотел совершить, это в течение этого фестиваля они обсудят вместе с Борисом, и тогда, возможно, что-то еще на повестку дня выйдет. Еще был один вопрос. Вот те мировые рекорды, которые зафиксированы, которые ты сделал, они каким-то образом учитываются Гиннесом или же это отдельно? Das ist eine ganz gute Frage. Guinness macht keine Rekorde mehr. Книга рекордов Гиннесса больше не интересуется рекордами, поставленными на дорогах, несмотря на то, что уже старые веселые были давно побиты. Вот. Но сейчас один из клубов Лондона, который по GPS фиксирует все рекорды, все достижения, вот он еще проявляет интерес к спортивному миру, мотомиру, там все фиксируется. Man muss vielleicht auch wissen, dass diese Rekorde, wenn man so einen Rekord fahren will, Ну и следует также отметить, что все, что происходит во время пробега, во время установления рекорда, все контролируется, и сердце, и мотоцикл в каком, все почти человеческие органы подключены, как бы, вот этой системой GPS все возможно контролировать. Невозможно загнать мотоцикл на машину и ехать, невозможно прилечь спать. Все как заявлено, все должно быть исполнено. das Spannendste natürlich auch die Selbstgespräche, die ich führe. Ну и еще одна часть, столько времени приходится одному проводить, я, конечно же, разговариваю сам с собой на корректурсе. И это тоже регистрируется. Поэтому и не всегда эти разговоры достаточно интеллигентны. Вот. Я говорю, ты вслух разговариваешь? Конечно, вслух разговариваю, и, возможно, когда-нибудь можно издать будет книгу этих моих разговоров. А во время последнего 119-дневного пробега он не просто разговаривал с собой, он сочинил большое количество прекрасных песен, сложных песен, вот, которые, возможно, тоже нужно будет издать, можно будет издать. Как пришла идея вообще сесть на Викторе и начать ставить рекорд не на другом проекте? Например, там рельсы, на которых вы появились. Victory was
Indien-Triumph und nicht mehr viele Möglichkeiten. Und ich glaube, во-первых, он хотел именно показать, что не только на Харлее более подготовленном, допустим, можно, да, совершить, чтобы люди понимали, что вот есть такой рекорд и на вот таком мотоцикле. Но когда он перечислил несколько фирм, в том числе Харли, Виктори, он почему-то посчитал, что Виктори, наоборот, более подходящий. И он может объяснить это, потому что была создана у Виктори как раз такая рама, да, что и такого мотор, вес мотора идеально вот сочетался по отношению к общему весу мотоцикла, и это был как раз такой вот кроссовер идеальный, вот, и это послужило основой его выбора, не просто так. Уважаемые господа, наверное, будем завершать сегодняшний вечер. Огромное спасибо вам. Я хотел бы единственное сказать еще огромное спасибо Урсу за то время, которое мы были вместе с ним. На самом деле миллион людей на планете с помощью GPS-трекера каждый день заходили в свои приложения, посмотрели, где Урс, как у него дела, какая там температура. И вот те глаза, которые его видели, и его глаза, которые видели вот этих людей, это, конечно, уже история. И мы нашим клубом, по крайней мере, следя ежедневно за его приключениями, мысленно были тоже с ним. Поэтому я думаю, что поддержка, которая была, она не просто чувствовалась, он видел нас, мы следили за каждым его движением.